Якутия уникальная республика в составе России. Якуты как народ, опять-таки как республика, занимает особое место. Во-первых, огромнейшие территории. Во-вторых, этнолингвистические особенности якутов как народа, происхождение якутов. И третье, значит, конечно же, уникальность истории якутов. Потому что я вот везде говорю, что в мире таких нет народов, притом тюркоязычных народов, которые бы далеко на крайнем севере разводили бы скот, крупнорогатых лошадей. Это уникальное явление. Такого в мире я не знаю больше нигде. И притом они преуспевают в этом уже многие годы. Но я исхожу из того, что я в своей книге пишу, якуты бывшие кочевники, их родина южнее, на юге, Прибайкалье. И они сохранили вот эти кочевнический быт до сих пор. Вот лошади на Тебеневке. Вот. Жилище якутов, ураса они называют. Это аналог юрты южных народов, тоже башкирской юртой. И в-третьих, конечно же, самобытность культуры якутов. Вот эти моменты меня очень привлекают, и особенно история якутов. Их интеграция в состав российского государства. И, конечно же, вот самый главный повод – это у нас вот книги, да? Называется «История Якутии», том 1, том 2. Труд я называю научно-литературным трудом, потому что тут историческая наука, в принципе, здесь, она просто дается стихами. То есть Уфе народный поэт Башкирии, он все спокойный, он назвал это новым направлением литературы, потому что это тут и наука, историческая наука, и в то же время стихами, притом по всем правилам ссылки на исторические научные источники. Ну, сейчас так не пишут, но очень громоздкое, трудное дело. Я, конечно, себе заслугу не ставлю, но вот так получилось. Но этот труд родился не сразу. Я над ним работал 5 лет. А если взять задумку, вот, когда это уже 10 лет прошло, мне пришлось углубляться в интернет, библиотеки. В Уфе у нас научный центр российских наук. Там богатейшая библиотека, там материалы 19 века. И якутские историки вот, 20-30-х годов, они писали именно, знаете, вот писали о освоении Якутии Россией. Так же, как Башкирия вот, осваивалась российским государством. А расширение территории государств, то же самое было и в Башкирии. Это сопротивление было, опять-таки скажу, интуитивное, но порой, конечно, доходило до прямых военных столкновений. История этими фактами изобилует. И, ну, то, что касается вот, общественного строя якутов в 17 веке, он, знаете, был традиционный и такой архаичный. Тайоны, вот, якутские племена, они вели такой обособленный быт. Притом дело осложнялось тем, что вот эти тайоны, главы родов, они были в остром соперничестве между собой. И, конечно же, вот, власть, которая новая власть пришла, чтобы сломать их сопротивление, они успешно использовали их конкурентные отношения. То же самое было и у других народов. Якуты не исключение. Казаки стали сразу требовать ясак. Якуты не могли понять, какой ясак, кому. Они не подданные, они полновластные хозяева, вот эти тайоны якутские на своей земле, территории. Им это было трудно понять, но власть, она на то и власть, она добивалась своего. Опять-таки это не единичные эти якуты, так, это было везде так. В русских документах их именуют улусные мужики, по примеру вот российских крестьян, мужиков. Улусные мужики, то есть масса простого народа. Вот, в принципе, вот такие моменты. И что касается литературы, при написании работы,
знаете, я описываю очень много фактов, даже не лицеприятных фактов, но каждый вывод мой как автора обоснован только на источниках. Никаких выдумок, ничего нет. И каждый вывод автора, еще раз повторяю, он обоснован только на конкретных исторических фактах. И именно якутских историков, значит, российских историков, даже европейских авторов, это по лингвистике, по социальному строю, по хозяйственному укладу и так далее. Вот. Называть их не буду, авторов много. Я их углубленно так изучал и пришел к выводу, что в Якутии происходило то же самое, что в других местностях России, да и мира, объективный исторический процесс. Борьба, скажем так, миров. Вы пишете тут о схожести скотоводческих терминов якутского и башкирского языков. Ага. Вот какие вот наблюдения, выводы вы сделали вот по поводу этого, хотелось бы знать. В книге используется много якутских терминов, пословиц. Я, знаете, когда изучал вот быт якутов, их социальный строй, и сравнивал с другими тюркскими народами, в частности, вот нами, башкирами, действительно, скотоводские термины, они почти одинаковые. Народ степи, башкиры тоже выходцы из степей, бывшие кочевники, якуты, они сохранили эти имена. Ну, например, табун, солгы, так ведь, по-башкирски елка, очень звучит так, знаете, созвучно. Бия это кобыла. Так то же самое аналогично звучит по-башкирски. Или на небе ай. Ай, луна. Мы тоже так говорим ай. Но это не совпадение, нет. Это говорит о общем этнолингвистическом, давнем общем прошлом. Ну, фольклор, конечно, отличается. Это уже, мы, скажем так, привязаны вот географические условия жизни якутов и других народов. Вот. Но я сравниваю вот эти этнолингвистические общности, привожу не только башкир, но я вот изучал якутский, у меня словарь есть, даже вот я много слов знаю, но разговорной практики нет, я вот связано, как с вами сейчас вот говорить не могу. А слова почти я все знаю. А язык, любой язык, он требует общения, окунания в среду языковую. Ну, знаете, есть якутские вот предания, я считаю, это реальное место было. Значит, вот эти прародители якут, то есть он так, Ологой и там Таген-Дархан, он уже позже. Но... Аллей Батур. Да, конечно. Вот когда уже пришли, они были кочевниками, слишком разношерстны были племена в условиях обитания. Постепенно вот они, проникнув в долину Лены, Среднюю Лену и так далее, другие реки, Вилюй и прочее, народ стал складываться как народ. И опять-таки вот островки якутов, сейчас у них тоже ведь какие-то наречия свои, островки. Но они были не то, что были изолированы, знаете, я бы не сказал. Народы Якутии, особенно якуты, вот, издавна были привязаны к лошадям, они были неразрывны, и довольно-таки они легко передвигались по огромной территории Якутии, осваивали. Даже я скажу, что они общались тогда теснее, вот эти племена, между собой, хотя они тут враждебные отношения порой были, но тогда, в ту пору, хозяйственный уклад предполагал их общение, иначе не могло быть. Народ, живя в отрыве, он быстро деградировал и терял свои особенности и социальные устои. Ну а почему в стихах, вы спрашиваете? Знаете, это моя не первая книга. Это тут применен восточный стиль, четверостишие. Вы знаете, восточный, там, где рифмуется
первая, вторая, четвертая строки. Мархаям. Да. Мархаям и другие авторы, там, Руми, там. Но тут условие должно быть одно, чтобы ритмика соблюдалась, в каждой строке одинаковое количество ударений. Конечно, этого добиваться очень было нелегко, непросто. Даже вот в третьей строке, где она не в рифму, но по смыслу она тоже 11 ударений. В каждой строке четверостишей по 11 ударений. Ну, знаете, вот исторические факты излагать стихами, притом называя датой, имена, называет точки зрения других авторов, с кем-то кто-то не прав, я даже критикую кого-то, вот я не согласен. И все это давать стихами, конечно, я даже сам удивляюсь. Порой я читаю и думаю, я ли это писал так? Откуда это, я сам даже не знаю. Но стихотворный вариант, знаете, это, во-первых, избегает многословия. Всегда излагаю суть явления, суть исторического процесса. Многословное рассуждение, вот как пишут, вот, не в обиду других авторов, но они вот очень пространно пишут. Хотя тут тоже факты, ни один факт не упущен в якутской истории. Просто огромную информацию вот ужать вот в эти 4 строки, это очень большой, огромный труд. Да. Даты, вот дни, годы, я их не избегаю, так и называю словами, вот, например, 1639 год, Якутское восстание. Кстати, особо надо сказать о якутских восстаниях. Понимаете, вот так получилось, что о них не принято говорить было в советское время. Я взял на себя смелость излагать, как они есть, как они происходили. Притом ни одной выдумки, только факты, только конкретные свидетельства очевидцев и признанных ученых. Очень интересно будет почитать. И вот про нашего национального героя Василия Манчары. «Путь в легенды». Ага. Расскажите, пожалуйста, вот про этот том. Василий Манчары, я его скульптуру создал, подарил Илтумену, Якутии, еще будучи сенатором. Кстати, человек уникальный и трагичной судьбы, конечно. Я парадоксальный он человек был, знаете. Я в книге его сравниваю с Робин Гудом, и сравнение не в пользу Робин Гуда. Во-первых, Робин Гуд был из верхушки английского общества. Он был такой, ну, скажем так, дворянин. Он обиделся на этого графства, за то, что у него земли там, пока он вернулся с крестового похода, оказывается, я землю захвачен. Он в обиду пошел. Он за народ, ну, не скажем так, он за свой статус боролся, просто собрал людей. Я ее извещал тоже досконально. Робин Гуд проигрывает по сравнению с ним. Во-первых, Василий Манчары, как ни парадоксально, никого не убил. Никого не убил. Поэтому вот ему Сенат российский определил наказание, конечно, жесточайшее наказание, 10 лет прикованный к цепи в одиночной камере, к стене прикованный. Он 10 лет сидел. Это поразительно, он как умом не тронулся. Остался в здравом рассудке. Потом еще 2 года, когда из Петербурга они ждали разрешения, чтобы его отпустить. 12 лет он просидел. Но он много раз каторги сбегал. Притом у него такие какие-то, знаете, фантастические побеги он совершал. Я вот изучал, как он это делал. Это поразительно. Человек был сильной волей. И вышел, был в здравом уме. Но народ видел в нем заступника, потому что он был из низов, не как Робин Гуд там. И, значит, он находил укрытие везде. Но опять-таки, знаете, его не раз предавали ближайшие соратники, которым он верил, которым он когда-то помогал. Вот эти моменты я очень досконально изучил, все это изложил. И я считаю, что по тем временам это был человек-феномен против огромной, скажем так, империи. Он, ну, где-то около 10 лет, скрываясь в горах, лесах. Он зимой рыл землянку в лесу, там зимовал.
Один раз даже зимовал у одного друга своего на сеновале. Представьте, якутские морозы, он там среди сена, он там зимовал. Это парадокс, конечно. У него была такая воля. И второе, он, скажем так, что интересно, он не делил людей, друзей, богачей на якутов и не якутов. Значит, кто против народ ущемлял, там якут ли он. Кстати, у него в основном враги-то были якуты сами, верхушки якутов, знаете. Его дядя родной, Чао-Чаобай и другие. Но при всем при том он никого не убил. В конце книги я его сравниваю такими вот героями других народов стран мира. Это и индейцы Америки, это и древние Греции, там был Спитамен, там и другие государства, там, значит, и Армения под турки, там были тоже такие мстители. Но они были с оружием в руках, кровь проливали. Этот феномен дело в том, что он все пытался делать мирным путем. Вот. Иначе он был давно был бы казнен, схвачен. Но говоря о его личности, я начал с его отца. Отец был у своего родного брата работником. Видите, какое время было. Вот. Потом он родился вот Василий. Этот дядя Василий Манчары. У него отобрал у них землю и так далее. Тут личные отношения. Он покусился на жену своего брата. Представляете? Вот. Ну, это типичное такое явление в те времена это. Он был человек, этот Чао-Чо был очень испорченный. Был там жестокий человек был. Вот. И он вырос таким непокорным. Но он был... Одна сторона его личности, это, конечно, про это не все знают. Он был певец, поэт, импровизатор, понимаете? Ну вот, примерно как башкирский Салават Юлаев. Он тоже был поэт. Что-то общее есть, безусловно. Но, видите ли, Салават Юлаев стоял во главе вооруженных армий силой. За ним такой организованной силы не было. Это был бунтарь-одиночка. Вот. И, конечно, поддерживаемый народом. Я, знаете, перечисляю все роды якутов, все племена в начале книги. Их места указываю, но по моим понятиям, вот кангаласы, тогда слова мегино-кангаласки не было, кангаласы были, так называлось. Это было одно из центральных племен. Вот. Это на их землях как раз основан Якутск. Вот. И отсюда и идет, по-моему, сейчас считается как центральный улус Якутии. И по значимости экономической, там, по населению даже, по-моему. Да-да-да, самый густонаселенный. Очень жаль, что я в Кангаласе не был, вот завтра поеду. И хочу посмотреть, где родился Манчары, Арылах. Да-да, он там вот родился. Вроде бы и Балаган там есть, как музей. Я должен там быть, потому что я описываю все это. Это его земли были. Тыгын Дархан родословная. А что там рассказывается? Да, знаете, Тыгын Дархан уникальная личность, потому что к приходу русской власти вот, в 17 веке, в 20-х годах 17 века, Тыгын Дархан уже объединял всех якутских тайонов. Уже типа как протогосударство уже как бы стояло на пороге. Вот. Он был такой очень жесткий тоже. Но он в основном в легендах, но есть некоторые данные. И, естественно, новая власть, московская власть, он как самовластительный, скажем так, он не принял и стал с ними бороться. И вот в ходе этих стычек он погиб. Вот только такие данные. И его родословные восходят, знаете, Омогой и Эллой, которые первые переселились
с Прибайкалья сюда, он к ним восходит, его корни. То есть он, ну, скажем так, ну, как я сказал, стоял на пороге якутской государственности, если можно так сказать, потому что власть уже была централизовалась при нем. Якутские восстания, вот где-то 6 восстаний я изучил в книге, отразил их по годам. Это они все, первый, значит, 1639 год. Это вот Оилга, не все якуты знают, был такой Оилга, он был не тайон, он был не из общества, Балаксыт, как назвали якутой. Он неимущий был, бескотный якут. Они называли бескотный. Он возглавил народ, но его не поддержала верхушка якутская. Понимаете? Средний слой тоже. Пошла, как, образно говоря, вот эта голодьба, беднейшие слои. Вот. И они на себя навлекли гнев вот этих тайонов и так далее. И он был разгромлен. Но 1639-40 год. Вот его образ, Оилга, вот этот, только у него имя осталось, он был казнен. Дальше другие восстания были, дальше были. И последнее якутское выступление было в 1684 году. Это уже вот восстание Дженника. Дженник такой был тайон. Рафаил Нариманович, ну, за нашу общность, да, за нашу общие предки, общую историю, да, какую-то часть, такое вдохновляющее. Что скажете нашим телезрителям? И эту книгу я посвятил якутскому народу. Это, считайте, мой подарок, гимн якутскому народу своеобразный. Чтобы душу вложить, надо жить, полюбить этот народ, эту историю. Ну, книга эта издана всего лишь 500 экземпляров. Я думаю, она не дойдет до каждого якута, но я думаю, почему-то вот, я думаю, она вызовет интерес и историков, и студентов, даже у школьников. Это как вот пособие по истории Якутии, социальные, культурные и прочее. Там все стороны жизни описаны. Может, переиздадут его они. И пожелание такое, что вы, якуты, народ уникальный, у вас особое место, особая ниша в российском государстве современном. Мы живем в России, огромном государстве, многонациональное, как никто, как нигде. Это наша большая родина. Вот это самобытие надо сохранять и оберегать ее, растить потомков. Я хочу особо подчеркнуть, хороших народов, как и плохих народов, нет. Знаете, как говорит, в Священном Писании написано, все мы под Богом, единый, все мы смертные. Вот. Народ, целый народ быть не может плохим, или же хорошим даже. Народ, он есть народ.